Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных темах дня. В Центре стратегических исследований при президенте Абхазии обсудили итоги прошедшего курортного сезона и перспективы сезона 2023. В Общественной палате Абхазии состоялась встреча представителей Общественной палаты Краснодарского края с абхазскими коллегами. В АГУ начал свою работу Международный молодежный научно-образовательный форум. С 28 ноября по 2 декабря в Сухуми пройдет благотворительный форум, в рамках которого российские врачи проведут консультации для детей с особенностями развития. Итогам прошедшего курортного сезона и перспективам сезона 2023 был посвящен круглый стол, организованный Центром стратегических исследований при президенте Абхазии. В работе круглого стола принял участие министр туризма Тимураз Хишба. По информации министра, Абхазию посетило более 1 миллиона человек. Но не 1,5 миллиона, как прогнозировалось, и на это есть объективные причины. Тимураз Хишба также отметил, что говорить о прогнозах на 2023 год пока рано. По мнению Хишба, специальная военная операция, проводимая на Украине, безусловно, влияет на настроение людей. От того, как будут развиваться события, во многом зависит и туристический сезон. Министр также привел данные посещения Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры за 9 месяцев. Расширенный репортаж с круглого стола, посвященного итогам курортного сезона, смотрите в нашей программе 18 ноября. В Общественной палате Абхазии состоялась встреча представителей Общественной палаты Краснодарского края с абхазскими коллегами. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимного сотрудничества. Подробности в репортаже Али Китрапш. Приветствуя членов Краснодарской краевой общественной организации «Центр национальных культур», секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба поблагодарила их за приезд, отметив важность взаимодействия общественных организаций двух стран. Встречаемся уже 2-й раз, но мне кажется, что эти встречи еще раз доказывают о том, что наши взаимоотношения, они необходимы, они очень нужны. И как были близкими, такими и останутся. Нам очень приятно, что Чанба Василий Шаманович вот так интенсивно, последовательно все время вовлекает и Общественную палату, и другие общественные организации, которые находятся на территории Абхазии, в наше взаимодействие. Краснодарская краевая общественная организация «Центр национальных культур» создана в 1992 году с целью поддержания эффективной деятельности общественно-культурных объединений в сохранении и пропаганде национальных культур народов, населяющих Краснодарский край, а также в развитии межкультурного диалога и укреплении межнационального мира и согласия. Председатель правления Центра национальных культур Василий Чанба высказал мнение о возможности создания интересных совместных программ и проектов для тесного сотрудничества и налаживания связи. Знаю, что мало взаимодействия, но хочется, чтобы больше работало, больше взаимодействия. И вот сейчас планирую нашу программу, мы включили, разговаривали с Мелитоновной, чтобы мы в Общественной палате прошли, может как-то оживить и знать состояние дел общественных организаций, Общественной палаты республики. Не то что для любознательности, а для того, чтобы в дальнейшем мы могли какие-то интересные планы включить в наших проездах в следующих программах. Член Общественной палаты Сократ Джинджули напомнил гостям, что много встреч на международном уровне проходили в Краснодарском крае, и было подписано немало судьбоносных для Абхазии документов в военное и послевоенное время, и абхазский народ благодарен своим соседям. Наше сотрудничество, оно продолжается во всех областях. Я хорошо знаю, что наши университеты, с Кубанским университетом наш университет сотрудничает. Многие, так сказать, наши студенты бывали там. Города наши, Краснодар, Сухум, они побратимы. Мне просто хотелось бы, чтобы наше будущее, оно продолжало бы эти хорошие традиции и
Вот те связи, которые мы установили, Общественная палата, между Общественной палатой Абхазии и Краснодарского края, вы знаете, конечно, бумаги подписали хорошие, там, значит, намерения, значит, есть хорошие. Вот нам надо перейти к осуществлению вот этих намерений. Гости из Краснодара также выразили желание максимально ускорить взаимодействие личностных контактов между общественными палатами Абхазии и Краснодарского края. Наши совместные мероприятия, и губернатор нас слышит, и поэтому всегда откликается и спонсирует гранты у нас губернатора Кубани, и за счет этих грантов у нас эти выезды происходят. Поэтому моя миссия – это все приехать, рассказать, показать. Поэтому плохого здесь ничего никогда не было и не будет. Поэтому и от нас с вами зависит будущее и России, и Абхазии, будущее вообще нашего мира в целом. Потому что мы должны передавать нашему молодому поколению то, что наработанный опыт и правильные взгляды. Поэтому вам огромное спасибо, и нашим всем лидерам огромное спасибо, что откликаются. Будем дружить и будем ездить. Участники встречи говорили о необходимости укрепления существующих связей между общественными палатами Абхазии и Краснодарского края и нового взаимодействия в различных сферах. Алька Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня находится с рабочей поездкой в Москве. В рамках поездки глава спасательного ведомства посетил Федеральный центр медицины катастроф Министерства здравоохранения России. Обсуждались вопросы взаимодействия двух ведомств по оказанию экстренной помощи при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Российскую сторону возглавлял первый заместитель директора центра Анатолий Гулин. Достигнута договоренность, что делегация Центра медицины катастроф в ближайшее время посетит Абхазию, где будут определены конкретные параметры межведомственного сотрудничества. Министр просвещения, языковой политики Инал Габлия принимает участие в работе 7-го Всероссийского съезда работников дошкольного образования в Москве. Главная тема съезда – стратегические приоритеты государственной политики в сфере дошкольного образования. В числе спикеров съезда – депутаты Госдумы, руководители региональных и муниципальных органов управления образования, директоры, научные сотрудники профильных институтов, руководители и преподаватели факультетов дошкольной педагогики, работники дошкольных образовательных организаций, а также представители родительской общественности. Ожидается, что в течение 2 дней в работе съезда примут участие более 20 тысяч человек дистанционно и 250 делегатов очно. В АГУ начался международный молодежный научно-образовательный форум «Лидер-2022». В мероприятии принимают участие студенты АГУ, а также студенты из России и Южной Осетии. Форум, который продлится 2 дня, организован в рамках международного сотрудничества и плана совместных мероприятий АГУ и СКФУ. О первом дне работы форума, его целях и программе в репортаже Лауры Капш. Открывая международный молодежный научно-образовательный форум «Лидер-2022», ректор АГУ Олег Окварамя поздравил всех с Днем студента и отметил значимость мероприятия. Ведь за молодежью будущее, и данная площадка помогает налаживать связи и дружить. Мы заключили договор с Северо-Кавказским федеральным университетом в 2011 году. Была тогда ректором Алина Авакоевна Левицкая. Она у нас была много раз. А попозже, в 2020 году, мы перезаключили этот договор с СКФУ, и Дмитрий Николаевич с делегацией приезжал на подпись этого договора. Эти договоры работают. Мы намерены и дальше продолжать те договоренности, которые мы имеем с нашими партнерами. Уверяю вас, ребята из СКФУ и Юго-Остинского университета, у нас также хорошие ребята, как и вы. Дружите, учитесь и двигайте вперед свои государства. Для участия в форуме в Абхазию приехали студенты и ведущие специалисты из Северо-Кавказского федерального университета и Южной Осетии.
прошлом году проходило первое такое пробное молодежное мероприятие в рамках большой программы по сотрудничеству. Мероприятие понравилось, и ребята дали очень хороший отклик. И поскольку в прошлом году мы приглашали ребят из Абхазии к нам в Россию на территорию СКФУ, то в этом году приняли решение попробовать провести здесь, у вас. Наша молодежь познакомится, получит интересные навыки, образование в плане лидерства, социальной жизни, ну, всего того, что волнует молодежь сегодня. Темами форума будут добровольчество, молодежная наука, гражданско-патриотическое воспитание. Со студентами будут работать тренеры из области неформального образования. Сегодня ребята ожидают открытия, большой установочный блок с постановкой на работу о смыслах, о позиции патриотической, гражданской позиции именно лидера молодежи. И дальше мы с ребятами будем разбирать по 4 блокам компетенций, которые нужны современному лидеру в тех условиях, в которых мы сейчас живем, развиваемся, для того, чтобы приносить пользу своему университету, местным сообществам, государству. Ребята рассмотрят в рамках программы такие блоки, как работа с сообществами, проектная деятельность, личный бренд и позиционирование лидера, и поговорят про работу с командами. Мария Акулинина приехала из Ставрополя, учится в Северо-Кавказском федеральном университете. Благодаря таким форумам у нас есть возможность познакомиться со студентами других вузов и наладить с ними отношения, говорит Мария. Для меня этот форум – возможность познакомиться с ребятами различных национальностей, в принципе, посмотреть на колорит, прочувствовать этот колорит, посетить образовательные блоки, которые, я считаю, что очень будут полезны для меня. Принимаю участие уже во 2-й раз в лидере. Первый раз был в СКФУ, сейчас в Абхазии. Программа двухдневного форума очень насыщена. Установочный блок пройдет в интерактивной форме. Также будут организованы круглые столы, практические мастер-классы и лекции. Лаура Капш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. С 28 ноября по 2 декабря в Сухуми будет проходить благотворительный форум «Время добрых дел». Инициатором и организатором мероприятия выступает представительство Россотрудничества в Абхазии, которое организует приезд ведущих российских врачей в области ДЦП и профилактики проблем с опорно-двигательным аппаратом для проведения мастер-классов, обследований, консультаций с детьми с особенностями развития. В «Спутник Абхазия» прошла пресс-конференция, где замминистра здравоохранения Саида Делба и помощник руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов рассказали об основных целях и задачах форума. Репортаж Эсмы Гуланзе. С 28 ноября по 2 декабря наступит время добрых дел. Под таким названием в Сухуми пройдет благотворительный форум. В его рамках ведущие российские специалисты в области ДЦП и нарушения опорно-двигательного аппарата проведут мастер-классы и консультации. Инициатива стала возможна благодаря представительству Россотрудничества в Абхазии. Благодаря поддержке Министерства здравоохранения и Министерства просвещения и языковой политики Республики Абхазия придумали такой проект, когда в Абхазию приезжают врачи-ортопеды, которые могут не только провести консультацию с детьми, но и могут научить, что немаловажно, педагогов школ, тех, которые занимаются физической подготовкой наших детей, элементарным простым упражнениям, которые позволят ребенку исправить сколиоз, исправить плоскостопие. Ведь зачастую эти дети, у которых есть освобождение от физической культуры, они просто сидят на лавочке, либо играют, занимаются игровыми видами спорта. Они очень пластичны в этом возрасте, и мы хотим этим детям помочь. Второе направление данного форума – это работа с ДЦП. По линии ДЦП предполагается обучение представителей абхазских реабилитационных центров в работе с детьми и взаимодействию с благотворительными организациями России. В рамках форума будет также проведена диагностика и коррекция нарушений, обучение оздоровительной гимнастике. Эти врачи будут заниматься приемом детей. Помимо диагностики, и общения с родителями, то есть что нужно с этими детьми делать, может быть, будет рекомендовано посетить конкретные медицинские центры, уже не просто «здравствуйте, обследуйте нас», а по конкретным направлениям, но также
Для тех детей, которым можно оказать помощь здесь, ну, к примеру, изготовлением индивидуальной ортопедической стельки, то это оборудование эти врачи с собой привезут. И детям, которым нужна будет такая помощь, она будет оказана здесь на месте абсолютно бесплатно. На сегодняшний день в детском республиканском реабилитационном центре наблюдаются 242 ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата. Из них у 145 диагноз ДЦП. У остальных осложненные сколиозы, лордозы и другие патологии опорно-двигательной системы. В 2022 году одно из первых мероприятий, которое проводится совместно с Россотрудничеством, с Минпросом и Министерством здравоохранения. Для нас это очень важное направление. На сегодняшний день вовремя недиагностированные заболевания опорно-двигательной системы приводит к ухудшению качества жизни детей. И поэтому вопросы, связанные с реабилитацией, своевременной диагностикой, лечением, даже оперативным, для нас это очень важно и актуально. Поэтому в эту программу, которая предложила нам участвовать сейчас Россотрудничество, мы очень активно будем принимать участие. Оповещены все наши центральные районные больницы, детская больница, все специалисты. Благотворительный форум продлится 5 дней. Выявить болезнь на ранней стадии и добиться значительных результатов лечения. Такие задачи ставит перед собой время добрых дел. Эсма Гуланзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В завершении выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу, 18 ноября, на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза. В горах снег. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем 11-16. Температура морской воды плюс 16. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.